Потеряли пацана, он больше не наберет, он больше не прилетит, никто его не найдет. Всем доброго времени суток! С вами редакция Evidence Центральная Азия, и вы знаете, что до этого дня мы разбирали преимущественно кыргызское творчество, за редкими исключениями вроде кыргызско-казахского «Черного двора», кыргызско-узбекской и турецкой экранизации «Тополька в красной косынке», а также экранизации повести казахского автора Мухтара Ауэзова «Выстрел на перевале Караш». Но есть одна группа, оказавшая влияние на музыкальную индустрию всех стран постсоветского пространства 2010-х годов. А если быть точнее, ее члены известны по участию и победе в первых СНГшных рэп-баттлах. Их музыку можно и по сей день услышать вечерами, исполняемую под гитару на скамейке в случайном кыргызском или узбекском дворе. А недавний всплеск популярности ТикТока вдохнул в творчество группы «Второе дыхание» и познакомил с ней изумеров. Поэтому мы попросту не могли обойти вниманием данный казахстанский коллектив, имя которому Дагуда Джаз. На стыке хип-хопа, поп-музыки и регги группа создала музыкальное сопровождение многих посиделок за костром и широкую дискографию из крутых баттловых, рэперских, но в основном просто глубоких лиричных песен. Обретя популярность, взяв жанр регги на вооружение и сделав его своей визитной карточкой, погрузившись в культуру Растафари, неотъемлемой частью которого является курение веществ, и запав в душу фанатам этой своей дворовой, пофигистичной растаманской атмосферой, группе пришлось заплатить цену. Наркотики чуть не разрушили жизнь вокалиста и сооснователя бенда. Давайте немного ближе взглянем на жизнь и творчество Дагуды Джаз, тех, благодаря кому у нашей юности был крутейший саундтрек. Давайте для начала познакомимся с участниками группы. Знакомьтесь, это Артем Королев и Ренат Сайфутдинов, 1991 и 1989 года рождения соответственно. Артем, известный как Тёмча или Карабин, родился в Алма-Ате, и его мотивация заниматься музыкой и наличие способностей должно быть связано с его дедушкой, успешным композитором и дирижером. Артем в 12 лет сочиняет свой первый трек, в 2005 году пробует себя в роке, после в хип-хопе, но всегда особенно отмечает жанр регги. Что слушаешь, что нравится? Больше всего я люблю регги. Это прям моя самая любимая музыка. А может быть... Марли, Боб, все его дети. Французская группа, Dub Incorporation очень нравится. Вообще очень много групп. В дальнейшем мы еще затронем влияние регги и культуры растафарианства на жизнь Тёмчи. Ренат же, известный как Танир или Тенгри, родился в Заринске, но детство провел в Кызылорде, на родине отца. Молодой инициативный исполнитель собрал группу из своих одноклассников, Forex Boys, и в 2004 году дал свой первый концерт. Спустя 3 года Танир перебирается с семьей в Алма-Ату, и это становится поворотным событием, поскольку у него появляется куча новых знакомств и возможностей развивать свой музыкальный талант. Тут же он знакомится и с Тёмчей. Они сдруживаются и обнаруживают, что им очень комфортно вместе писать музыку. 5 июня 2009 года друзья создают группу Дагуда Джаз. Активно пополняя свою дискографию песен, участвуют на онлайн и офлайн рэп-баттлах, нередко становясь победителями на них, таким образом постепенно набирая популярность среди слушателей своим уникальным стилем на стыке жанров. Зачем я тебе речей твоих теперь? Отбросим нежность, как тело отбрасывает тень. Ты путеводная звезда не моего пути. Дорога в рай, но не мне по ней идти. Кто ты впереди? Велосипед. Ты пары колес и на велик тип. Ну ты иди. Тебе бегу, надо молить. Ты вдалеку, это мои. В наших красных глазах огонь, но не за какой другой знак. Мы не пойдем знаем войной. Через год после создания группы, 20 марта 2010 года, к коллективу присоединяется третий участник – Олжас Нуртазин, 90-го года рождения, известный больше как Крайм-волшебник. Олжас, единственный из ребят, имел музыкальное образование и был бас-гитаристом в рок-группе, но постепенно увлекшись онлайн хип-хоп баттлами, через них знакомится с Таниром и Карабином и вступает в Дагуда Джаз.
Его увлечение рэпом, если подумать, совсем не удивляет, поскольку в интервью он отмечает то, что большое влияние на него оказала группа Linkin Park, как мы знаем, записывавшая альтернативный рок именно на стыке рока и рэпа. Спустя несколько лет Крайм покинул состав группы. Вопреки убеждению некоторых, они расстались вполне нормально и создал свой проект Planet 2. Долго. Эта песня не просто песня. Все прекрасно, все так чудесно. Все понятно, все очень честно. Я о тебе в секунду раз 200. Какое-то время в составе группы был еще четвертый участник Дагуды по имени Ержан Кубенов или Реплик, но был там довольно недолгое время и решил сфокусироваться на сольном творчестве. Поэтому чаще всего, по сути, говоря о Дагуде, мы будем иметь в виду именно Тёмчу, Танира и Крайма. А об этих троих точно есть что сказать, поскольку без симбиоза исполнителей с настолько разным скиллсетом Дагуда как проект точно был бы совершенно другим, а возможно бы и вообще не выстрелил. Тёмча, безусловно, звездочка коллектива. Без его узнаваемого вокала и харизмы сложно представить себе успех группы. Тёмча – классический тенор, свободно чувствующий себя в средней тесситуре и играющий субтонами и фальцетом на верхах. Также стоит отметить, что исполнитель часто поджимает гортань для более плотного смыка, а не просто ради высоты, и использует это не стесняясь, что говорит о хорошей вокальной природе. Так уж повелось, что именно вокалист и его голос являются лицом и ответственны за фирменный почерк практически любого бенда. Именно Карабин внедрил эти узнаваемые в большинстве их произведений регги-мотивы, подсадив слушателя на атмосферу чила и легкости. Жизнь это вода, жизнь это игра. И надо всего себя отдать и сгореть дотла. А после смотреть на нас и смотреть на нас и смотреть на нас и смотреть на нас. Мишенью вы невидимо, спустя минуту все уже и не мои дела. Бог внутри меня и лишь ему судить. Сегодня плюс 26 лета. Кстати говоря, последняя, несмотря на то, что звучит чилово, вообще-то является его финальной композицией на онлайн-баттл, который Артем выиграл. Он еще и олдскульный баттл-рэпер. Заметьте особенность Тёмчи. Чил и свойственная ему легкость везде и во всем, даже в обычных полных агрессии баттлах или в грустных песнях. Другая сразу бросающаяся в глаза особенность «Совершенного оружия» и многих других песен в тексте, изобилующем растафарианскими идеями. Давайте немного подробнее остановимся на этом пункте. Что такое растафарианство? Это религиозное движение, возникшее в 1930-е годы на Ямайке вокруг культа последнего императора Эфиопии, которого считают воплощением бога Джа. Этическая система Растафари основывается на принципах братской и сестринской любви, доброжелательности ко всем людям и непринятии западного образа жизни, которое они называют Вавилоном. Популярность по всему миру движение обрело в 70-х годах благодаря регги и Бобу Марли, которого растаманы считают чуть ли не пророком. Так вот, обычно растафарианство выступает за легализацию марихуаны, носят дреды, слушают дансхолл, возникший на основе регги, а также песни Марли и его детей. Я раста или нет, в конце концов. Пусть нет ретаст, но в голове на репете редемпшн сонг. А не шансон, не сол, не цо, я дэнс-холл, мама дэнс-холл. Я слышу, как Джа говорит изнутри. Со мной дай бой, хай, тает Вавилон. Будем честны, при том, что большая часть молодежи и в нашем регионе не так далека от идеи легалайза, возможно, романтизация идеи растафарианства могла в той или иной степени повлиять на то, что Тёмча с довольно раннего возраста увлекся всем этим. Когда я начал заходить в это очень плавно, с глубокого детства, когда мне позволяли пробовать вино, или мы начинали пить на райончике пивчик, что-то покуривать, я очень плавно, медленно зашел и в какой-то момент начал пробовать какие-то наркотики посерьезнее. И некоторые из них мне очень сильно понравились. Вот с некоторыми из них я не расставался, там, ну, условно, с 2007 до 2017 года. Это не я выбрал. Моя мама выбрала включать наше радио, русский рок. Ну и до сих пор для меня это святое. И я очень много... Но это сформировало мою какую-то творческую точку зрения. Я понимал, что медленно, но верно двигаюсь к погибели, если можно так выразиться. Все сферы моей жизни были разрушены. Это здоровье, это отношения, это какая-то духовная сфера. И
совершенно разрушенная самооценка, абсолютная неуверенность в себе, изоляция. Все это в моей жизни было. Я думаю, с этого начинается любая победа над наркотиками. Это когда зависимый человек обращается за помощью. Таким образом, в каком-то смысле жанр регги, основанный на системе ценностей Растафари, который вдохновил и определил музыкальный стиль Артема, сделав его популярным, возможно, в то же самое время повинен и запустил его многолетний процесс саморазрушения. Но самое удивительное в том, что вот эта легкость, пофигизм и непринужденность Карабина, да и остальных ребят, настолько заразительна, что стала чуть ли не основной фишкой всей группы. Как только ребята стали делать более профессиональную, качественную картинку, звук и продакшн, большая часть вот этой вот атмосферы словно исчезла, что ли. Для сравнения, давайте послушаем студийную запись в исполнении Тёмчи. Тишина, лишь метла по двору утра. Мама дома. Тишина, лишь метла по двору утра. Мама дома. Еще раз, вот оригинал совершенного оружия. Рэп астахирел. Я растаю или нет в конце концов. Пусть не даст, но в голове на репете Redemption Song. А теперь лайв-версия с первого интервью Дагуды. Вот. Поначалу все можно понять. Можно не смотреть все, что было до этого, а вот с этого момента начинать смотреть. Рэп астахирел. Я растаю или нет в конце концов. Пусть не даст, но в голове на репите Redemption Song. А вот версия с Димы Чпати. Название говорит само за себя. Бою за лучшее с Вавилоном, бой заблудшим навеки. Твое оружие регги. Тут буквально уже, видимо, не совсем трезвый оператор снимает не Тёмчу, а какую-то девушку, а потом штаны какого-то мужчины. Полнейшая атмосфера пофигизма, но и звучит душевнее. Или та же знаменитая песня «Весна». Мысленная весь там, где весна, моя радость детская, честная, меня упускивает в ласковый май. Аккорды на которую начинающие гитаристы пытались подобрать, изучая положение рук Артема на не лучшего качества видео. Иногда складывается такое ощущение, что ребята специально записывают свои лучшие парты на телефоны с камерой как можно хуже. И вот когда все их творчество стало обрабатываться в профессиональной студии, а звук стал стерильным, а биты какими-то неживыми, старые фанаты перестали понимать, что им чувствовать. Вроде и радостно от того, что Дагуда смогла остаться на плаву, идти в ногу со временем и залететь в ТикТоке, а вроде и сложно подстроиться под этот новый звук. Что это? Вот тот хлоп. Хлопок в ладоши. Да, я знаю, что хлопок придурок, но откуда? Ты записал? Это сэмпл? Но, по иронии, это единственный живой звук здесь. Посреди прочего синтетического сгенерированного компьютером мусора. Один честный хлопок. Если же говорить про второго основателя группы Танира, то он звучит как эталонный вердиевский баритон, который не стесняется показать надрыв в голосе. Звукообразование основывается на плотном смыке голосовых связок и использовании гортанного хряща с частым использованием расщепления. Также очень заметно, что исполнитель пытается вычурно и нарочно маскулировать свой голос, что временами приводит к ощущению натирания наждачной бумаги в голосе. Однако, как известно, Танир изначально зарабатывал свою популярность как рэпер, а не как вокалист. Сражаясь на онлайн-баттлах, он сносил своих оппонентов с помощью хороших рифм и флоу. И нельзя не отметить то, насколько он бывает хорош в этих показателях. Чекайте качество его рифм. Через пески добраться до воды бы, голова в тиски, все мысли на дыбы. Песком над их настоящим, и будет весна весь год, дарит нам навязчиво сны. Да и флоу у него великолепный. Говорили Ринар, Винарин, Гадида, Вида, видимо, голодный, да бидом нужен идол, ебуший лидеры души, быть как Вита, тут выводы, короли одни тут, но напомнить о Боге я выйду, да-да, я иду, бра, по минному полю, будто, как будто по наводке тут, да, львиная доля в руки, а кому-то волки. Танир, в принципе, славится своими интересными находками по флоу, по нескольку раз за куплет мастерски меняя его. Но из-за особенностей тембра многие этого, к сожалению, просто не выкупают. Впрочем, как и частенько не замечают проделанной Дагудой работы с текстом.
Тексты Карабина тоже можно сидеть, разбирать и восхищаться элегантностью рифмовки. Вот вам пара примеров. Не знаю, в чем суть, но ты тупо потонет в сети. Среди людей с холодным сердцем, в городе бетонном зверь спит. Внезапно ворвалась, ни знака не дала. Влетай, но не забывай меня. В батловых же текстах тембр голоса Танира звучит еще более органично, дорисовывая агрессию и уверенность в себе, чем-то напоминая ту же особенность DMX. Ну и, наконец, Крайм. По сути, человек, который олицетворяет собой баланс в этой троице. Он технично читает рэп, но если нужно, может и спеть, в отличие от других пацанов, которых все-таки сильнее кренит на что-то одно. Те же до ре ми, но в октаве повыше, но, как говорится, помни свои корни, бородатый обычай поздно. Или рано эти люди все-таки поднимут головы, когда слова пойдут уже на пользу. Пора поднимать планку, да пойти в атаку, так как хватит уже ползать. Налей мне чашку чая, прости, я так скучаю по временам, когда я тебя совсем не знаю. Не говори ни слова. У Крайма более хлесткая читка, чем у коллег. Быстрее фаст-флоу, а отчетливее слышен текст. Местами намеренно искажается произношение слов, чтобы строки еще сильнее срифмовывались. Фишка многих казахских рэперов, например, того же Хиро. Вы уже не раз услышали от нас об их пофигизме, но вы, кажется, все еще не улавливаете всю полноту картины. Давайте попробуем в этом разобраться. Одна техника на все поколение середины нулевых и начала десятых. Так можно охарактеризовать период застоя агрессивного рэпа и расцвет кальянной романтики. Видно, что данные эпохи музыки очень сильно отразились на поколении музыкантов в СНГ, и в особенности на Танира и Тёмчу. Вокальный стиль и техника звукообразования основывается на вокально-психологическом приеме «я дерзкий и мне плевать на все». Так называемая манера пофигизма, когда гортань поджимается и используется лишь тоненькая щель для пропуска воздуха, а все остальные мышцы, используемые в звукообразовании, искусственно атрофируются. А психологический исполнитель представляет, что все, что он сейчас исполняет, для него является пустяком. Очень схожее состояние для певца, как с техникой микста, но большое отличие в том, что психологически исполнитель пытается также пофигистично относиться и к эмоциям, которые он использует для звукового окраса, а это очень и очень сильно влияет на образование звука. Когда вы слушаете их исполнение с закрытыми глазами, можно почувствовать манеру пофигизма, неважно, какое произведение они бы не исполняли, неважно, с какой эмоцией на лице, неважно, какой текст. Давайте сравним ее с другими манерами и техниками вокала. Очень важно сегодня разобраться в этом вопросе, если вы хотите глубже исследовать тему. Постарайтесь закрыть глаза и угадать, какая эмоция на лице у исполнителя. Конечно же, это улыбка. Теперь сравним с двумя песнями в исполнении Тёмчи. Я просто устал от морозного воздуха, снега и устал от снега, мысленно я весь там, где весна. В наших красных глазах огонь, но не за какой другой снова мы не пойдем с нагим войной. Все эти песни исполнены в жанре регги, но есть существенная разница из-за стиля, манеры вокального исполнения и, конечно, эмоций. Эмоции Боба Марли отрисовываются у нас в голове даже без картинки. Одного его голоса достаточно, чтобы представить или увидеть эмоцию. Как это работает? Эмоция влияет на группы мышц шеи, гортани, голосовых связок, гортанного хряща, полости рта, лицевых мышц, оскала головного резонатора и всего, что может формировать манеру голоса, которая, в свою очередь, и влияет на восприятие человека. Манера рисует картину в головах, манера формирует вокальную технику, манера вызывает эмоцию, а не текст. Давайте послушаем еще пару примеров. Сейчас точно так же закройте глаза, и вы можете почувствовать то, как Бруно Марс пытается выстроить с вами интимный романтический диалог, чуть ли не шепча вам в ухо, и вы это чувствуете, даже не понимая текста песни.
В следующем же примере целая палитра из 3 эмоций – отвращение, самобичевание и крика души на несправедливость судьбы чередуется изменением манеры исполнения маэстро Паваротти. Почему же таких изменений эмоций при прослушивании Дагуды не происходит? Из-за манеры пофигизма, являющейся стержнем, стволом звукообразования в их технике. Как бы они ни изменяли эмоции на лице во время исполнения песни, это не влияет на эмоции в звуке. Слушатель слышит текст, но манера выдает эмоцией совсем другой подтекст, и эта манера от одной песни к другой не меняется. Слушатель должен вслушиваться в текст, чтобы картина сложилась. Подтекст не равен проекции. Эта манера и является базисом кальянного рэпа, который мы уже ранее затрагивали, а для многих в СНГ вообще стало олицетворением всего хип-хопа. Песни с разной смысловой нагрузкой о любви, о дружбе, о девушке, о вселенной, да о чем угодно, должны быть, по их мнению, сопровождаться манерой пофигизма. В песне я пою о том, что люблю ее, но мои эмоции говорят, что мне на нее глубоко все равно, потому что я дерзкий. Детка, летай со мной, заходи во снах, заводи меня и улетай, говори мне до скорого, играй с огнем. Неземная Лейла. Зачем мне нужен мир, в котором нету места для нас? Кричат об одном, это любовь. Ты опять в телефоне ищешь сообщения, пока сплю. Вы теперь понимаете, почему многие говорят, что все современные песни стали однообразными? Возникает 2 вопроса. Почему же они пользуются этой манерой? И почему, если это не должно откликаться в сердцах людей, их песни, так же как и песни других кальянных исполнителей, все же находят место в сердцах и востребованы публикой? Первое. Так легче петь высокие ноты. Когда у тебя поджата гортань, это сразу прибавляет к твоему диапазону голоса пол-октавы в верхнем регистре, из-за того, что легче контролировать воздушные столбы и расслаблены другие мышцы, задействованные в звукообразовании. Обычно, если эти мышцы не натренированные, они становятся балластом и причиной для вокальных зажимов, так как воздуха уже не хватает для контроля и извлечения из них правильного звука. Звук извлекается неправильно, портя и диапазон, и виртуозность голоса. Но этой техникой и манерой ты жертвуешь использованием этих мышц, которые формируют разные эмоции, техники звуковедения, голос становится однообразным. По итогу все просто. Технику пофигиста можно освоить очень быстро, а другие намного дольше и труднее. Отвечая же на второй вопрос, мы должны вернуться к тому тейку, что для многих в СНГ манера пофигиста в целом стала олицетворением всего хип-хопа. Если взять, к примеру, времена NWA или даже более поздних версий вроде G-Unit, почему все считали их трушными? Помимо образа жизни, которому они реально соответствовали, их манера исполнения также соответствовала тексту, то есть проекция была равна подтексту. В своих треках они проявляли агрессию, открытый смех, давление на слушателя. Им было в натуре искренне пофиг. Почему же, несмотря на это, зачастую современная манера пофигизма вызывает искренние эмоции, даже при том, что подтекст не равен проекции? Ответ, должно быть, кроется в том, что есть 2 группы слушателей, для одной из которых главную роль играет содержание песни и сопровождение, а не всегда эмоциональная окраска вокала. Они прежде всего вслушиваются в слова, ценят смысл текста, рифмы, общую мелодику и гармонию композиции и получают удовольствие от песни через смысл и сам звук, не требуя от исполнителя явной демонстрации чувств в голосе. Для них важно, что поется и как это звучит с точки зрения мелодии, а манера пофигизма вокалиста их совсем не отталкивает. Вторая же группа обусловлена средой, где яркие эмоции выражать было не принято, особенно это касалось мужчин в постсоветском пространстве. Тут вам и исторические, и культурные причины. Проявлять эмоции – это знак слабости или несерьезности. После распада Союза эта тенденция только усилилась. Кругом криминал, безработица, неопределенность. Эмоциональная холодность становилась защитным механизмом. В итоге целый пласт слушателей в СНГ сформировался с убеждением, что держать лицо важнее, чем выплескивать чувства. Для людей из этой группы манера вокала «мне все равно» звучит естественно и даже притягательно. Она очень созвучна их собственному опыту. И кальянный вокал с его расслабленной подачей идеально в это вписался.
Мы лишь описали весь контекст СНГ. Как видите, дело далеко не в самой Дагуде, и мы не хотели так выразить свое неуважение. Да, в целом тенденция, конечно, грустная, однако даже несмотря на эмоциональную однообразность техники, Танир, Тёмча и Крайм способны тронуть сердца многих слушателей своей сильной лирикой. Каждый находит в их исполнении что-то свое. Первые — смыслы и мелодии без навязанной эмоции. Вторые — созвучие со своей психологией и привычную маскулинную подачу, не провоцирующую чувства, которых они боятся или стесняются. При этом их песни все равно наполнены жизненными темами и честностью переживаний, пусть и поданы сдержанно. Эмоциональное воздействие песни – тонкая штука. Она достигается не только прямой подачей эмоций через голос. Иногда холодная подача может заставить переживать не меньше, чем крик души, только это другие переживания. Поэтому выбранная техника с учетом времени вполне может давать людям именно то, что они хотят услышать, и музыка остается востребованной, даже если проекция эмоций в голосе не совпадает с текстом. В заключении скажем, что Дагуда Джаз — это не просто группа, это лейбл Дагуда Джаз Продакшн, который за десятилетия повлиял на рост всей индустрии казахстанского и регионального рэпа. Молодые исполнители вдохновлялись их необычным творчеством, получали бесценный опыт, фитуя с ними, и, что парадоксально, они одновременно умудряются оставаться как в андеграунде, в сердцах фанатов, помнящих их старые лирические песни и вечерами берущих в руки гитару, чтобы их спеть, так и покоряют современный трендовый звук в ТикТоке, не переставая по сей день активно радовать своего нового слушателя. Кстати, недавно, годик назад, они порадовали нас своим воссоединением, жаль всего лишь на один трек, но мы будем надеяться, что это не последний их такой эксперимент. Каждого ясно без слов. Посиди, не кашляем, мы не повторяем, мы это не переспрашиваем. Я, без слова на битах. Здорово накидаем, строим обатиха. Лично же для нашей редакции Дагуда, в частности Тёмча Карабин и его победа над своей пагубной зависимостью, является символом постоянной работы над собой, пересборки себя в лучшую сторону. Мы оставим в описании ссылку на прекрасное видео с попурри из их песен, через которое вы можете кратко ознакомиться со всем их творчеством. С вами была редакция Evidence. Увидимся в следующих выпусках. Рэп остахирел. Я раста или нет, в конце концов. Пусть не трэдаст, но в голове на репете Redemption Song. А не шансон, не сол, не цоя, dance hall, мама, dance hall. Уей, со мной.